У каждого из нас есть три различных способа понять какие-то сущности мира, которые нас окружают. Есть способ, основывающийся на ассоциациях человека. С другой стороны, есть люди, которые лучше понимают весь мир, который их окружает именно путем чувств. А есть также люди, которые больше любят логические какие-то заключения. Испокон веков различные авторы, которые желали передать нам свои идеи, направляли свои произведения к одним из этих чувств, к одним из этих образов воспринимания. Были поэты и музыканты, которые обращали свои произведения к нашим чувствам. Были также люди, которые обращали свои произведения к нашим ассоциациям. Это те люди, которые писали Мишалим, те люди, которые писали притчи, а были люди, философы, которые обращались к нашим умственным логическим заключениям. Царь Шломо, который был самый мудрый из всех людей, также пользовался этими тремя способами. В книге Царей рассказывается о том, что царь Шломо говорил песни, он говорил притчи, а также делал какие-то логические заключения. Все эти три способа выражены в Танахе, который перед нами. У нас есть три книги, автором которых является Шломо. Это книга Мишлей, книга притч, книга Шир ха-Ширим, песня песней, и книга Коэлет, как ее еще называют Экклезиаст. Все эти три книги выражают три различных способа передачи информации, передачи каких-то идей. Книга Мишлей, книга притч, она передает идеи, обращаясь к ассоциациям человека. С другой стороны, Шир ха-Ширим, песня песни, обращается к чувствам человека, а Коэлет обращается к логическим заключениям. Эти книги являются наилучшим плодом всех творений, всех сочинений царя Шломо в этих областях. С Божьей помощью я хочу вместе с вами начать изучение книги Мишлей, книги притчи царя Шломо. Почему же я выбрал именно этот способ передачи информации? Потому что современный человек, который постоянно в любом месте видит какую-то рекламу, и, как известно, реклама обращается именно к нашим ассоциациям. К такому образу подхода к нашему сознанию мы уже привыкли. Поскольку мы уже привыкли к этому способу подхода к сознанию, мы лучше воспринимаем эту информацию. И тем самым, с Божьей помощью, мы лучше поймем глубокую мудрость царя Шломо. С Божьей помощью в следующий раз мы начнем изучение книги Мишлей царя Шломо.